Ребятушки, всем привет! С вами Евгений Холтон. И давненько я не затрагивал тему переездов и так далее. Но вот я это люблю, решил снять ролик. Я когда-то снимал про переезд в Казахстан, да, плюсы, минусы там и так далее. И после этого мне писало достаточно большое количество людей о том, что они хотят переехать в Казахстан. Да, ребят, это очень странно. С России люди писали о желании переехать в Казахстан и задавали мне вопросы. Не скажу, что их прям было сотни, но человек 15 было точно. Вот, и знаете что? Это были не этнические казахи, нет, это были русские, славяне. Да, удивительно, но так бывает. Так вот, многие из те, кто написал, да, они захотели написать, они написали, но наверняка есть много тех, кто посмотрели ролик, у которых были вопросы, но они не написали. Вот, поэтому я вот хочу ответить на некоторые важные темы. Самый распространенный вопрос был это о том, как относятся к русским в Казахстане и как вообще жить с русским языком, не зная казахского. Это, наверное, два самых популярных вопроса для тех, кто хотят переехать в нашу страну. Отношение к русским. Вот, так как я сам являюсь человеком со славянской внешностью, я думаю, что мне говорить об этом будет достаточно справедливо, потому что я вот живу в Казахстане и могу ответить на эти вопросы прям с уверенностью. Я здесь родился, я здесь вырос, расту, продолжаю жить, мои дети здесь живут, продолжают жить и будут жить. Так вот, поговорим об отношении к русским. Я не знаю, конечно, где-то наверняка есть в любом случае какие-то нацики, которые относятся к русским, не к русским, плохо, ко всем, кто не их национальности, да, скажем так. Вот, но я за свою жизнь таких встретил лишь несколько человек, которые реально были явными нациками. И причем это было реально давно, еще при школе и так далее. Вот в данный момент, пока я живу в этой стране, я вот сейчас говорю искренне, допустим, я не сталкивался с проблемами того, что я славянской внешности. Многие говорят, да, действительно, есть место тому быть, пишут о том, что если ты русский, ты не устроишься там на высокую должность и так далее. Блин, ну вот на самом деле опровергнуть это может просто большое количество моих знакомых русских ребят, которые вполне себе на хорошей должности. Кто-то и в государственных компаниях работают, русаки. Поэтому здесь как бы, ну, я не вижу. Другой ли вопрос в том, что без знания казахского языка ты не продвинешься высоко вверх, то тут да, однозначно, потому что, опять же, госорганы и так далее, ты обязан знать казахский язык. И я считаю, это правильно, это государственный язык. Если хорошо ты живешь с русским, он также является государственным, но при всем при этом ты должен знать и казахский язык. То же самое относится и к говорящим людям, то есть они тоже, в принципе, сильно далеко вверх не пойдут, зная лишь только казахский язык, как бы, так что тут палка двух концов, поэтому какого-то притеснения я в этом плане не вижу. Но в целом же, не зная казахского языка, вполне можно адекватно жить, я считаю, потому что сам я, хоть и стремлюсь к тому, чтобы говорить на казахском лучше, приходится говорить мне на нем очень редко, потому что может, в силу какого-то такого, не знаю, того, что я русской внешности, славянской внешности, со мной в любом случае начинают говорить на русском, ну а я как бы не отвечаю в ответ на казахском, ну также продолжаю диалог. Бывают случаи, когда, ну, со мной начинают говорить на казахском, но это не потому, что типа, эй, ты, русак, говори, значит, на казахском, понятно? Нет, потому что реально есть люди, которые не знают русского, да, они говорят на казахском и максимально медленно, максимально, чтобы ты их понял, такое в моей практике случается, в моей жизни, но опять-таки не очень часто, не очень часто. Так вот, какое отношение к русским? Да, вообще нормальное. То есть я прям каких-то таких моментов не вижу. Наоборот, меня гаишники остановили, я нарушил, и причем так глупо. Он говорит, ты что, говорит, русские так, говорит, вообще, говорит, так глупо не нарушают. Я говорю, ты что говоришь? А сам такой казах, гаишник, он, не, ты не подумай, я не нацист, он сам хохочет, улыбается. Ну, просто неправильно фразу выдавил. То есть какой-то такой дискриминации я не чувствовал. И очень часто в силу своей работы я бываю в местах, где русских почти нет, где одни казахи, и вполне себя комфортно чувствую в этом социуме. Если что-то мне нужно подсказать, проехать, пройти, а мне такое частенько нужно, никогда не бывало проблем. Никогда. Мне всегда подскажут, помогут. А что прям сказать, ты русак, ты русский, я таких не встречал. Возможно, они есть. Они в любой стране есть такие дебилы. Но сразу скажу, отношение к русским прекрасное. Да, блядь, многие уже даже не обращают внимания, кто-то там русский, не русский, например, шымкентские русские, они уже настолько
их уже от казаха не отличишь, да, реально. Вот, поэтому тут нормально. Что касается языка, я думаю, я тоже ответил. В каких-то местах он тебе обязательно нужен. Допустим, есть профессии, где тебе реально необходимо знание казахского языка. Там, ну не знаю, даже элементарно какой-нибудь колл-центр, потому что, ну, к тебе может прийти бабушка, да, татешка, она вообще не знает русского или знает очень плохо. Ты должен поговорить с ней на казахском языке. Ну, как бы, я считаю, это вот так. Это должно быть. Но, тем не менее, даже в этой сфере сделали так, чтобы было удобно тем, кто говорит только на русском или только на казахском. У тебя всегда есть выбор у человека, который приходит за услугой или звонит по телефону, выбрать язык оператора. Поэтому, опять-таки, даже тут, ребята, особой какой-то там сложности нет. Поэтому, зная русский язык, вы сможете в Казахстане добиться очень многого. Если вы будете знать при этом и казахский, то добьетесь еще большего, я считаю. Наоборот, знаете, по отношению к русским я заметил, есть обратная даже дискриминация. Как это правильно сказать? Ну вот, например, если русак знает казахский, к нему будут относиться лучше, чем к казаху, который знает и русский, и казахский. Ну вот так. Казахи вообще очень любят, когда уважительно относятся к их культуре, к их языку. Как-то вот есть такое у казахов, да, с теплотой, с каким-то уважением. Поэтому, если ты будешь стараться, даже если ты будешь говорить плохо, тебе никто не скажет: ты что на казахском разговариваешь так грязно? Ну-ка давай, заткни свой рот, да, там паршивый. Никто тебе никогда не скажет, никакая татешка. Даже если ты будешь говорить ломано, неправильно, наоборот, тебя попытаются понять, тебя никто не будет поправлять, тебя похвалят. В этом плане, наоборот, опять-таки говорю, если ты будешь учить язык, уважать культуру, не обязательно там есть конину, если ее не любишь, да пожалуйста, не обязательно любить беж, да пожалуйста, не, просто уважать это, ценить там те же самые элементарные праздники, к тебе относиться будут вообще прям, вообще охрененно. Поэтому, есть ли смысл переезжать русским в Казахстан? Тут спорный вопрос, тут очень спорный вопрос. Есть свои особенности, свои сложности и так далее, но мне тут комфортнее, чем в России. Например, мне тут легче жить. Если откинуть то, что это родина, что я тут родился, чисто субъективно, мне здесь проще жить, легче, нежели в России. Люди здесь добрее, отношения более такое доброе. Ну, только не на дороге. На дороге пиздец кромешный. В России, блядь, просто реально там рай по сравнению с Казахстаном. У нас тут, конечно, жопа на дорогах. Тут уж ничего не скажешь. Вот. Мне тут комфортно, мне тут нормально, поэтому касательно переезда, думаю, да, почему нет, хороший климат, допустим, в той же Алмате, горы, красиво. Те, кто любит горы, прям сразу же можете переезжать однозначно. Ну, в общем, на вопрос ответил, надеюсь, мой ролик был для кого-то полезен. Пишите свои комментарии, пишите свои вопросы, если они у вас есть, я обязательно на них отвечу. Ну и всем салбол, подписка, мамписка, колокол, молоко. Давайте.